Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сегодня трагичный день. Сегодня черговый раз здек над белорусской нацией. 20 годов тому назад, когда мы разом с Миколом Статкевичем и Павлом Северинцем выводили людей на центральную площадь супротив третьего незаконного референдума Лукашенки, я казал про Луку Москвы. Когда мы выводили людей супротив интеграции, там был плакат «Россия – это дерьмо», який написала 15-годовая школьница, якая выкликала такое крики с боку двух людей, которые работали на Москву. Сегодня трагедия, бо в листопаде 96-го года антиконституционным переворотом Лукашенко забрал самое главное право у белорусского народа – право выбирать владу. Тому у нас давно влада отдельно, а люди отдельно. В 2020 году головное политическое питание, якое вирішалось, это так званая глубокая интеграция. На жаль, Россия перемогла. И после этого штодень катуют белорусов, штодень новые полицвязни. Покуль мы тут митингуем, кого-то в Минску арестовали, кого-то сбили, кого-то посадили. Таких людей уже давно больше 10 тысяч. И самое страшное, что сегодняшний выборчий фарс – это московская подрыхтовка до войны. Ни больше, ни меньше. Это жахливо. Потому что мы сгубили час. Мы не поспели всему человечеству растлумачить, что выборчие фарсы Лукашенки – это технология, якая погружает не только белорусского народа. Такие выборчие фарсы можно проводить в любой краине. Это достатково просто. Єдина надія на тих людей, які не здалися в Білорусі і змагаються насупроти всього і всім. І сьогодні ще одна є все-таки світла дата. Сьогодні день народження героя України Михася Жизневського. І несправедливо, що до этого часу забойцу Михася Жизневского не осудили. Это показчик того, что белорусам треба в першую чергу различивать на свои силы и памятать про своих героев. Бо сегодня в турмах наши коллеги, які десятки годов змагались с этой лукашенковской бандой и не дозволяли им раней обрушить той террор, який есть 2020 года. Тому прошу підтримки. Скажем разом: Олесю Белянскому свободу, Анджею Подшоботу, Евгену Афнагелю, Геннадию Дроздову, Денису Ивашину, Павлу Северинцу, Беларуси, белорусским политвязням. И самое главное, чему я вышел сюда, потому что уже просто страшно шварство слухать пустого и читать пустое. Давным-давно, уже больше 2 годов, нема информации про лидера белорусской оппозиции Миколы Статкевича. Мы не раз ставили публичное питание, не допомагает, потому что кажут весь час про інших, яких показывают. Прошу вас, скажем разом, скажем этой пошварі Лукашенки, каб нас нарешті почули. Где Микола Статкевич? Где? Где? Як би тяжко не було сьогодні в Білорусі, там справді жахливо. Пам'ятаємо про наших героїв, тому запрошую 1 лютого о 14 годині в суботу рух солідарності разом с политвязнями, белорусскими поляками будем складать венки и кветки в башне Страчень Варшавской цитадели. Бо 1 лютого, так само великая дата в истории белорусского народа, про якую казал ксёндз Вячеслав Барок. Это початок повстания Костуся Калиновского. И мы неуверующая нация, потому что мы маем в своей истории Костуся Калиновского,
І ми маємо сьогоднішніх героїв. Будьмо разом і пам'ятаємо саме головне, для того, щоб наш народ вижив, ми мусимо бути людьми, ми мусимо бути білорусами, бо Білорусь жила, живе і буде жити. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Руху